А на лыжной базе «Динамо» идет сдача нормативов ГТО. Тесты по выбору в программе «Бег на лыжах», смешанное передвижение и скандинавская ходьба. К труду и обороне оказались готовы около 50 человек, большинство из них дети. Как пробежали дистанции, кому удалось закрыть все этапы, получив долгожданный золотой значок, расскажет Александр Карепин. Документы оставляешь, есть медицинская справка? За полчаса до старта. После проверки документов, сверка по списку и выдача жилета. Получить знак отличия и сдать нормы ГТО может любой желающий от 6 до 70 лет в любое время. График тестирования в городе Сыктывкаре можно найти в группе ВКонтакте ГТО в Сыктывкаре. Вывешивается на каждый месяц, там все нормативы указаны, люди записываются и приходят уже к нам на тестирование. На старт. Марш! У каждой возрастной категории свое количество нормативов. Чем старше участник, тем их больше. Есть обязательные и по выбору. В прошлом году было вручено 886 знаков отличия. В этом пока никому. Тем, кто выбрал из дополнительного списка лыжи, удача сегодня может улыбнуться. Никита Аверин со своими друзьями начал сдавать задания в прошлом году. Из-за пандемии пришлось отложить. Пока лежит снег, время решили не терять. Коллективный интерес, то есть один пошел, другой говорит, пойдешь. Все идут, все собрались, пошли, все сдали, и все довольны, и результаты, удовольствие, и все такое. Другой участник в общем забеге не побежит, а пойдет. Владимир Воронов единственный, кто сдает скандинавскую ходьбу. Для заветного золотого значка ему осталось преодолеть всего 3 километра. Лыжи я уже сдал, и норматив у меня по лыжам был смешной. Я в прошлом кандидат в мастера спорта по лыжным гонкам, поэтому просто у меня осталось последнее испытание. К сожалению, лыжи мне уже не дадут, я уже их пробежал, поэтому осталась скандинавская ходьба. Пока для одних большая часть этапов позади, для других все только начинается. Для малышей из Затона это первый этап. Стали в ряд, медленно, почти синхронно подходят к старту. Ребятам предстояло преодолеть километр. Гурьбой, спеша, падая, спотыкаясь, пока одни набирают темп, другие вырываются вперед. Круто. Вязал. Чуть-чуть падал, вставал. В следующий раз прием нормативов пройдет 7 апреля. Сдавать будут снова бег на лыжах, смешанное передвижение на лыжах и скандинавскую ходьбу. Наталья Юрина, Александр Карепин, Алексей Паршуков, телеканал Юрган, Сыктывкар.